Провозглашается резолютивная часть решения именем Кыргызской Республики. Решение Конституционного суда Кыргызской Республики. Резолютивная часть по делу проверки конституционности подпункта Б пункта 5 статьи 3 Закона о внесении Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства от 10 марта 2021 года номер 29 в связи с обращением Теплякова Виталия Владимировича. 2 июля 2025 года, город Бишкек. Конституционный суд Кыргызской Республики в составе председательствующего Асконбаева, судья Айдарбековой, Бабукеевой, Дюшеева, Джолдошевой, Касмалиева, Кадырбаева, Шашиналиева, при секретаре Мамонталы Кызы с участием обращающей стороны Теплякова Виталия Владимировича, представителей Абдужалилова Ахмета Сапарбековича, Мацакова Самата Аскарча по доверенности, стороны ответчика Саранова Самата Каштурбековича, постоянного представителя Джогор Кенеша в Конституционном суде, третьих лиц Молдубаева Алмазбека Тавалдыевича, постоянного представителя президента Кабинета министров в Конституционном суде, Сапьянова Маргариты Насырхановны, представителя Верховного суда Кыргызской Республики по доверенности, Халгул Улу Бакыта, представителя Генеральной прокуратуры по доверенности, Сабырова Хуанчбека Сабыровича, Курвангалиева Бексултана Курвангалиевича, представителей Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики по доверенности, Ногойбаева Ахтана Патрисовича, представителя Министерства внутренних дел Кыргызской по доверенности, Джаркымбаева Аизбека Долазбековича, постоянного представителя Министерства юстиции в Конституционном суде Кыргызской Республики, Аралбаева Урмата Саганалиевича, Аманова Акбара Бактыбековича, представителя омбудсмена Кыргызской Республики по доверенности. Руководствуясь частями 1.2 статьи 97 Конституции, статьями 4, 17, 40, 45 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, рассмотрелось в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности подпункта Б пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства от 10 марта 2021 года номер 29. Заслушав информацию судьи докладчика Касмалиева, пояснения сторон и третьих лиц, а также исследовав материалы дела, руководствуясь пунктом 2 части 2 статьями 4, частями 4-5 статьи 97 Конституции Кыргызской Республики, статьями 48, 49, 52, 53 Конституционного закона о Конституционном суде Кыргызской Республики, Конституционный суд Кыргызской Республики решил признать подпункт В пункта 5 статьи 3 Закона Кыргызской Республики о внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства от 10 марта 2021 года не противоречащим части 2 статьи 24, частям 1.2 статьи 56, частям 1.2 статьи 61 Конституции Кыргызской Республики, при условии правоприменения части 3 статьи 26 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции 2017 года, а также части 4 статьи 27 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики в редакции 2021 года в том конституционно-правовом смысле, который выражен Конституционным судом в мотивировочной части настоящего решения. Кабинету министров Кыргызской Республики внести соответствующие изменения в действующее правовое регулирование, вытекающие из мотивировочной части настоящего решения. Решение окончательно обжалованию не подлежит, вступает в силу с момента провозглашения. Решение обязательно для всех государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, общественных объединений, юридических и физических лиц и подлежит исполнению на всей территории республики. Опубликовать настоящее решение в официальных изданиях органов государственной власти, на официальном сайте Конституционного суда и Вестнике Конституционного суда Кыргызской Республики. Теперь относительно некоторых правовых позиций основных, к которым пришел Конституционный суд. Во-первых, введение нового правового механизма, который был направлен на улучшение позиции потерпевших по уголовным делам, который предполагает, что невозможность прекращения уголовного дела без возмещения нанесенного преступлением ущерба, а в последующем в определенном промежутке времени отмену данного правомочия потерпевших не является умалением предоставленных прав, конституционных прав, предусмотренных Конституцией Кыргызской Республики. Ввиду того, что в законодательстве, в частности в гражданском законодательстве, существовали достаточные правовые механизмы для того, чтобы реализовать свое конституционное право на
судебную защиту и на возмещение ущерба в том числе, то есть решить свои имущественные интересы в рамках гражданского судопроизводства. Это что касается постановки вопроса об умалении предоставленных прав. Теперь, что касается конституционно-правового смысла тех статей, о которых мы говорим. То есть, где речь идет, возражает или не возражает обвиняемый против прекращения уголовного дела, Конституционный суд считает, что это непосредственно должно затрагивать вопрос признания вины. То есть, возражает или не возражает. И как вы и стороной, обращаясь стороной, было отмечено, Конституционный суд придерживается той позиции, что возражение или не возражение обвиняемого против прекращения уголовного дела непосредственно должно касаться именно вопроса признания вины. Эти два фактора, они являются, фактор признания или непризнания вины является неотъемлемой частью того действия, которое был изложен вот в этих статьях. Часть 3 статьи 26 в редакции 2017 года и в части 4 статьи 27 в редакции 2021 года. В целом понятна суть решения? Вопросы есть? Заседание Конституционного суда объявляется... Да. Из-за того, что назначен Верховный суд процесс на 15 июля, я не знаю просто как по процедуре, то есть до этого момента будет ли готова мотивировочная часть, из которой это следует? До 15 или там нужно будет отложиться? У вас 15-го, да? 15-го, да? По закону, по конституционному закону в течение 10 рабочих дней, да? Рабочих дней, я не знаю, там подпадает под это или не подпадает, с учетом выходных, мы обязаны подготовить мотивировочную часть. Но подготовка мотивировочной части решения Конституционного суда, это непростое дело, тем более, когда резолютивная часть формируется буквально и как бы видоизменяется от всей подготовительной работы, которая проводилась в период принятия обращения к производству. Поэтому, да, могут возникнуть какие-то вопросы, но я вам предлагаю в этом смысле за дня 2-3 выяснить, в каком состоянии находится. То есть обращайтесь в аппарат Конституционного суда, они вам однозначно ответят. Но мы приложим все усилия для того, чтобы до рассмотрения вашего дела в Верховном суде мотивировочная часть была завершена. Работа над мотивировочной частью. Заседание Конституционного суда объявляется закрытым.